Многих волнует, стоит ли вакцинироваться разработанной в сжатые сроки вакциной «Спутник Ви», созданной Центром Гамалеи. Никто не может точно сказать, какие могут быть последствия. Реакция организма у всех разная и зависит от множества факторов. В памятке вакцинированных ГАМ-ковид-ВАК «Спутник Ви», торговое название препарата, сказано, что после вакцинации возможны такие симптомы, как повышение температуры, озноб, головная боль, ломота в теле, слабость и недомогание, тошнота, а также заложенность носа и боль в горле. Это индивидуальные реакции, которые проходят через 1, максимум 3 дня. Это не так страшно, как заболеть ковидом. У многих переболевших отмечаются нежелательные последствия. Ослабленному организму требуется много времени на восстановление. Главный терапевт Кармаскалинской центральной районной больницы Зульфия Хамитова отмечает, что от нового штамма вируса осложнения наблюдаются и у молодых пациентов, не страдающих хроническими заболеваниями. Сейчас спада коронавирусной инфекции нет. Также люди заболевают коронавирусной инфекцией. Особенно у нас вызывают тревогу люди пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями. Сейчас у нас третья волна, она характеризуется тем, что болеют и молодые люди. Сейчас идет штамм, индийский штамм. Он более агрессивный. Да, он более агрессивный, он более контагиозный. Протекает с кишечными симптомами, такими как диарея, также высокая температура, резкая слабость. Очень тяжело болеют пациенты. Также идет поражение легких. Лица, переболевшие коронавирусом, не подлежат вакцинации. О перенесенном заболевании свидетельствует повышенный уровень антител класса G в крови. Этот анализ можно сдать самостоятельно в поликлинике по ОМС или платно, прежде чем идти на прививку. Решение о вакцинации каждый принимает сам или вместе с лечащим врачом, исходя из имеющихся заболеваний и текущего состояния. Если противопоказаний нет, нужно взвесить риски для здоровья. С прививкой они ниже, чем с ковид. К тому же есть данные, что более сильный иммунитет формируется как раз после вакцины.